Спорту, как известно, все возрасты покорны, и к здоровью и долголетию рука об руку шагает немало семей. Для детей и взрослых физкультура является общей ценностью. Большое внимание уделяется популяризации физического воспитания. «Мама, папа, я» – спортивная семья. Под таким названием в Алданском районе прошел спортивный фестиваль среди детских садов, в котором силой, мастерством и ловкостью померились семейные команды. Ну, такие соревнования, да, у нас в Алданском районе первый раз, вот именно чтобы мама, папа, я, спортивная семья. Когда-то, помните, на «Металлурге» были масштабные, да, такие веселые старты, а именно в таком формате первый раз. Конечно, здесь и спортивные семьи, сейчас и группа поддержки детских садов. 12 команд, каждая из которых объединила маму, папу и ребенка-дошколенка, сошлись в спортзале Центра досуга поселка Ленинского. Стоит отметить, что в семьях, принявших участие в фестивале, спорт весьма популярен. Физкультуру любят и взрослые, и дети. Ну, у нас вот папа у нас вообще футболист, и сын тоже футболист. Ну, я так себе, но мы все переживаем, и главное – участие. Командам предстояло выполнить задание 4 этапов – прыжки в длину и на скакалке, отжимания, попадание мячом в цель. Член каждой команды работал на общий результат. Что ожидаем? Ожидаем веселого настроения. Желаем всем успехов. Со спортивными задачами участники справлялись успешно. Особых затруднений соревнования не вызвали ни у взрослых, ни у детей. Между тем, уровень заданий был весьма серьезным. Данные мероприятия включают в себя нормы ГТО дошкольного уровня. Это все дети проходят на занятиях по физическому воспитанию. Инициатором проведения спортивного фестиваля выступил детский сад «Чебурашка» поселка Ленинского при поддержке Департамента образования. Над воплощением идеи в жизнь работала старший воспитатель «Чебурашки» Екатерина Плотская. В прошлом году ее семья приняла участие в аналогичном республиканском конкурсе. В прошлом году наша семья из детского сада Плотских стала абсолютным победителем в районном конкурсе «Мама, папа, я, спортивная семья». И была победителем, они заняли 2-е место в республиканском конкурсе «Мама, папа, я». И мы решили, что будем законодателями этого конкурса. Процесс подготовки к спортивному празднику у организаторов сложностей не вызвал, а вот массовость удивила. Столь большое количество команд-участниц стало для инициаторов и учредителей приятной неожиданностью. Все прошло на одном дыхании, потому что, так как мы были уже участниками республиканского конкурса, поэтому положение и нормативы мы взяли оттуда. Поэтому нам было намного проще, что мы уже знали, как это проводится и как мы будем это проводить на уровне Алдана. Пока коллегия жюри подсчитывала результаты и подводила итоги, участникам было предложено поиграть. К слову, самые юные спортсмены совсем не устали. По итогам фестиваля достойный уровень подготовки показали все семьи. Слабых спортсменов в фестивале просто не было. Наряду с тройкой команд лидеров, набравших наибольшее количество баллов, участники были награждены по ряду номинаций. Из года в год спорт в Алданском районе становится все более массовым. Секции, спортзалы, стадионы и площадки не пустуют. Популярными остаются зимние виды спорта. Их развитию способствует появление новых объектов. Так, открытие Ледового дворца дало импульс к подъему конькобежного спорта и хоккея. Чуть ранее на качественно новый уровень вышел водный спорт. 3 года назад, после капитального ремонта, спортсменов и поклонников плавания вновь принял бассейн «Энергетик». Сегодня он востребован не только у любителей активного отдыха. Численность секции спортивного плавания увеличилась в разы. У меня старший брат занимался плаванием, и когда бассейн открыли, мама начала собирать его на тренировку, и меня мама просто спросила, хочешь ли ты заниматься плаванием. Я сказала, что да, хочу. Получается, пришла, и как-то все начало хорошо получаться, и все, мне очень понравилось. И я маме сказала, что я буду дальше ходить. В копилке достижений алданских пловцов немало завоеваний и побед на первенствах разного уровня. Многие дети и подростки, серьезно занимающиеся плаванием, ставят перед собой новые цели. Наверное, изначально победить на республике, а на данный момент только призер. Я имею 2-й спортивный разряд, цели еще есть, и есть к чему стремиться, так что продолжаем заниматься.
В спорте, как известно, предела совершенству нет, и ребята не перестают оттачивать мастерство. Это необычная тренировка. Мастер-класс юным пловцам дает мастер спорта Советского Союза по плаванию, заслуженный тренер России Валерий Шевелев. У детей есть желание очень качественно, ответственно заниматься спортивным плаванием. Мастер спорта по плаванию побывал в Алдане в феврале. Главной целью его визита стало установление контакта для совместной работы на перспективу. Мы практически и собрались здесь вместе, чтобы каким-то образом совместно обсудить не только то, что сейчас происходит, а так, чтобы вывести ребят на другой уровень результатов, чтобы они были успешными. И в связи с этим, конечно, вот эти так называемая совместная работа и встречи, ну и тренировочные сессии, они будут организованы. И вместе с тренерами, конечно, будем пытаться детям помогать совершенствовать плавание. В Алдане мастер спорта по плаванию работал 4 дня. Визит открыла встреча почетного гостя с юными спортсменами и их наставниками. Валерий Петрович рассказал о практических задачах подготовки пловцов. Для алданцев беседа стала интересной и познавательной. Он знает азы плавания от А до Я, начиная от грудничкового плавания. Мы уже провели беседу до олимпийских чемпионов, как и его воспитанники достигали призовых мест. Практическая часть тренировочных мероприятий проходила на суше и на воде. Тренер обратил внимание как на технику плавания в целом и соблюдение спортсменами основных принципов спортивного плавания, так и на заинтересованность ребят. Он нам придаст новый толчок в развитии плавания. У нас есть ребята, которые хотят достичь результатов, и у нас уже скоро сейчас соревнования будут республиканские, которые отбираются дети на Дальний Восток, после этого на Россию. Тренировки гость провел во всех возрастных группах по спортивному плаванию. В ходе мастер-классов будущие чемпионы освоили для себя массу нового. А детский спорт у нас вообще в приоритете. Естественно, у нас направление, это и самбо-дзюдо, это направление лыжи, это направление хоккей и направление мини-футбол. Все для молодежи. Подрастающее поколение выбирает спорт. Детско-юношеская спортивная школа – старейшее спортивное учреждение района. Здесь навыки в разных видах спорта отрабатывало не одно поколение. Наряду с борьбой, волейболом и баскетболом алданцами любим футбол. В России футбол держится на энтузиастах. Вот если есть в городе, есть в районе энтузиаст, значит он будет. Если его нету, несмотря на какие поддержки властей, его никогда не будет. Нужен человек, который любит, как говорится, футболом не играют, футболом не дышат, футболом просто болеют. В региональном турнире по мини-футболу за Кубок Витязя поборолись 8 юношеских команд. В поединке футболисты Якутии померились силами с соперниками из Читы и Хабаровска. Матчи проходили в течение 3 дней. Эмоций в любом виде спорта мало не бывает, и накал футбольных страстей не ослабевал. У любого спортсмена настрой всегда один – это побеждать. А как уж пойдет игра, там, посмотрим. Ну, конечно, мы нацелены на призовые места. Становление мини-футбола в Алданском районе началось менее 10 лет назад. В этом году турнир на Кубок Витязя прошел во 2-й раз. Настрой у соперников был соответствующим. Конечно же, боевой. Мы очень долго к нему готовились и думаю, что мы выиграем. Потому что у нас все игроки заряжены. Ну и мы готовы победить. Несмотря на то, что мини-футбол в Алданском районе является сравнительно молодым видом спорта, в активе у ребят немало кубков и медалей. Наряду с тренировками соревнования способствуют профессиональному росту спортсмена и развитию конкретного вида спорта. А очередная победа вселяет уверенность – новые высоты будут покорены. Естественно, соревноваться нужно. Это всегда было, наверное, важной составляющей подготовки спортсмена. Любые соревнования – это как итог подготовки. Поэтому, конечно, нужно выезжать и соревноваться. Ребята стараются, глаза горят. А вот с таких глубинок, как город Алдан, дети, наоборот, становятся и мастерами, и продвигаются. Там разбалованные дети немножко, а у нас вот дети стараются и хотят играть, и будут играть. Надеюсь, что все будет хорошо. А уровень высокий у детей.
Наиболее массовым остается лыжный спорт. Из года в год растет популярность биатлона, увеличивается количество поклонников горнолыжных гонок и сноуборда. Много лет в Южно-Якутском уголке проходят как республиканские, так и всероссийские соревнования по лыжным гонкам, а тренировки проводят спортсмены мирового уровня. У алданских лыжников огромное количество завоеваний на республиканском, всероссийском и международном уровнях. Недавно ребята вернулись из Кузбасса, где принимали участие во вторых международных спортивных играх «Дети Азии». Волнение, конечно же, было еще даже перед гонками, там за месяц, за два. Очень переживали. Ощущение от гонок очень хорошее, было очень тяжело, особенно на спринтах. Лыжи не держали, лед. Это, конечно, большой опыт. Это не как обычно, мы приезжаем там на сборе, снимаем квартиру, а там прям нам и автобус организовывали, и здания, помещения там в новых, красивых. Питание тоже было вкусное, я оценил. Игры проходили с 23 февраля по 4 марта. В состав сборной Якутии вошли воспитанники Алданской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжным гонкам. Честь республики в Новокузнецке защищали спринтеры, горнолыжники и сноубордисты. На соревнованиях юноши и девушки вновь подтвердили – Якутия – спортивная республика. В этих непростых соревнованиях нам удалось заработать 8 медалей, из которых одна на счету сноуборда, остальное нам все в копилку принесли наши лыжники. Наши и детско-юношеская спортивная школа город Алдан. В целом мы очень позитивно оцениваем этот результат, потому что медальные ожидания оправдались, я бы даже сказал, с лихвой. Необходимо понимать, что конкуренция была достаточно плотная на таких соревнованиях. То есть просто так с улицы туда ребята не попадают. И тем не менее нашим спортсменам удалось показать высокий класс, хорошую подготовленность, хорошую мотивацию. Безусловно, вкус победы не забывается и не проходит. Между тем, календарь соревнований текущего сезона весьма плотный, и очередной старт становится базой будущих достижений. Впереди у ребят участие во всероссийских соревнованиях по биатлону на Кубок Анны Багалей. Масштабность этих соревнований обуславливается тем, что несмотря на, казалось бы, то, что соревнования детские, формат их подготовки полностью взрослый. То есть это своего рода как Кубок мира. Это будет именно мощным импульсом для тренировок первоначального звена, то есть тех детей, из которых потом будут селекционироваться спортсмены. Кому-то больше понравятся лыжи, кто-то захочет остаться в биатлоне. Да, и вот из тех, кто захочет остаться, эта селекция будет продолжаться, и не исключено, что мы увидим наших воспитанников на самых высоких ступенях пьедесталов мира, а может быть и Олимпийских игр. В спорте длительного отдыха не бывает. Режим сборов сменяется стартами и первенствами. Юные спортсмены – надежда и будущий оплот большого спорта. И потому даже на тренировках юноши и девушки не допускают послаблений и проявляют себя с самой сильной стороны.